Ачимчирский район – это район, который больше всего пострадал во время войны. Очень много людей погибло, дома были разрушены, вся инфраструктура была уничтожена. Прямой удар войны почувствовала на себе Восточная Абхазия. И здесь, в Ачимчирском районе, который всегда славился большими абхазскими традициями, здесь уже до меня говорили и про Баграта Щилкуба, про Сергея Васильевича Багашева, Адлиба Бориса и так далее. Много больших патриотов, которых можно перечислять очень долго. И здесь, в Ачимчирском районе, по-особому, вот здесь, когда Леонида Михайловича представляли, говорили, что Гудотом дает асис, правильно? Он единственный он, потому что я себя здесь чувствую как дома, я всегда сюда приезжаю с большим удовольствием, даже остаюсь иногда, мы здесь проводим время, я очень хорошо себя здесь чувствую. Но сегодня вот чуть небольшое такое отступление, когда я сюда заезжал, вот там на въезде в город я увидел большое количество сотрудников милиции, большое рейдовое мероприятие проводили. А вот вчера, да, приехал Си Цзиньпин в Москву, я думаю, что примерно такое. Я это воспринимаю как уважение ко всем к нам. Я думаю, что это вот именно такое было проявление. И пускай мы дальше все будем друг друга уважать. Здесь, когда мы начинали, Амиран Георгиевич сказал о недавней трагической дате, которую мы вспоминаем. Вообще, 2023 год является юбилейным для нас годом. Это 30-летие нашей с вами победы в войне. Ну и 15-летие признания со стороны Российской Федерации. Это две даты, которые важные даты, в рамках которых мы можем подвести некие промежуточные итоги. Что у нас получилось за это время, что у нас не получилось, почему не получилось, что нам делать дальше. Я думаю, что в этом контексте нам нужно говорить. И вообще давайте себя спросим, почему такой институт, как государство, который мы возродили как инструмент развития абхазского народа на абхазской земле, за 30 лет, сейчас без привязки к личности, за 30 лет превратился в неповоротливый, малоэффективный, коррумпированный и несправедливый механизм. Сегодня государственный аппарат, об этом уже выше говорили, я повторяться не хочу, многое из того, что я хотел сказать, вы уже все сказали, но сегодня государственный аппарат, как мне видится, готов с удовольствием обслуживать олигархов, всяких богачей, но не простых людей. Чаяния простых людей, они остаются на втором плане, к большому сожалению. Разве справедливо, что за 30 лет Ачимчирский район, который, как я уже говорил выше, пострадал во время войны больше всего, до сих пор находится в тяжелейшем состоянии. И здесь уже говорили про автомобили. Я не буду привязываться к конкретным автомобилям, хотя и можно, есть о чем сказать. Когда люди, чиновники, высшее руководство нашей страны позволяет себе тратить на самих себя столько, сколько это составляет бюджет нескольких сел, например, Ачимчирского района. Мне кажется, это несправедливо. Или вот другой пример о энергетике поговорим. Разве справедливо, что правительство, из-за которого жители Ачимчирского района уже 2 месяца живут по 7 часов, да, уже по 5 часов, сделали большое дело, сидят без электричества, до сих пор не отправлены в отставку? Разве это справедливо? Сейчас вроде бы нашли выход, я недавно слушал выступление, хотят создать еще одно 15-е министерство по счету, будет заниматься отдельной энергетикой. Но если это выход, я считаю, что это не выход. Я просто хочу вам напомнить, вот в этом зале 17 сентября 2020 года, здесь многие из тех, кто сейчас присутствует, тоже присутствовали, глава государства выступал и говорил о том, что майнинговый бизнес перспективный. И что по оценкам специалистов, которые ему докладывают, до 80 мегаватт
электроэнергии у нас есть свободно, и мы можем на этот вид деятельности направить. Это вот было в этом зале. Правительство тогда обещало построить отдельную площадку для майнинга, где граждане смогут поставить свое оборудование, а бюджет будет поступать 600 миллионов рублей. Помните же все? Да. И что мы в итоге получили? Наши граждане, вот в том числе и здесь сидящие, по всей Абхазии, потратили последние деньги, приобрели оборудование, и в итоге оказались они крайними, они оказались виноватыми. А те, кто представлял, я не знаю, подставил президента или представлял неверную информацию, до сегодняшнего дня ни один человек не понес наказание, ни один человек не отправлен в отставку. Неужели, кроме простых крестьян, которым домой приходят и отнимают по 2-3 аппарата, сегодня это происходит, больше никто не виноват? Это несправедливо. Вот здесь сейчас тариф подняли в 300%. Плюс еще кредит хотят 1,5 миллиарда взять. Кто это хочет сделать? Опять те же самые люди, которые последовательно занимаются экономической диверсией в нашем правительстве. Мы, наша команда, об этом уже говорим открыто 2 года. В нормальном цивилизованном государстве такие люди не просто были бы отстранены от работы. В нормальном цивилизованном государстве такие поступки наказываются уголовным законодательством. Но у нас, к сожалению, кроме простых людей, никого не наказывают. Вот за весь этот период борьбы с майнингом, кстати, про майнинг я вспомнил, что говорили про меня во время выборов, в том числе и здесь, в этом зале. Вот. Но мы не видим ни одного случая, когда какой-то чиновник, какой-то крупный государственный деятель был привлечен за этот вид деятельности. Хотя в народе многое мы слышим, что не то, что там по 2-3 аппарата у кого-то стоит, а огромные есть до сих пор работающие фермы, потому что если взять цифры потребления электроэнергии, то мы видим, что порядка 90-80 мегаватт электроэнергии увеличилось потребление в Абхазии. Это уходит именно на этот вид деятельности. Ладно, я не буду говорить о проблемах, постараюсь вам сказать о том, что надо делать с энергетикой сегодня. Вот несколько простых шагов. В первую очередь, шаг номер 1, это, конечно, нужно снизить тариф на электроэнергию и ввести мораторий на 5 лет, чтобы его больше не увеличивать. Второй шаг. Нужно сократить расходы на содержание раздутого госаппарата, о котором здесь и Атгурл Агвилава говорил, до 300 миллионов рублей ежегодно направлять на поддержку энергетической сферы, приобрести приборы учета, установить их, резко увеличится собираемость, сократится и потребление тоже. Это практика показывает, есть пилотные проекты, здесь в Абхазии они есть. Ну и образовавшуюся прибыль пошагово мы будем вкладывать в инфраструктуру энергетическую, плюс со специалистами Ингургэс мы должны приступить к восстановлению перепадных ГЭС. Рецепт вот такой. Больше нет выхода из этой ситуации. Я не хочу долго говорить, некоторые темы я не могу обойти. Вот здесь говорили про госдачу в Писунье. В июле прошлого года, опять же, в этом зале глава государства выступал. Тоже многие здесь присутствующие, тогда вы были здесь. Я приезжал тоже в разные села, и в Пчелово приезжал, вот глава села здесь находится. Мы с вами спорили 2 часа про эту дачу. Вся Абхазия 2-3 месяца обсуждала этот вопрос. А что в итоге? Недавно прокуратура делает заявление. Оказывается, соглашение, из-за которого мы с вами 2 месяца здесь все Абхазии спорим, оказывается, с ошибками в координатах. И кто за это несет ответственность? А исправляются координаты или так же остались? Вы меня спрашиваете? Ну, да, вы поезжайте к главе государства, спросите, меня спрашивать не надо. Я не в курсе. Но вообще координаты
когда касается земли нашей родной абхазской, это первое, на что надо обращать внимание. Понимаете? Я не буду долго говорить, я бы хотел перевести нашу встречу в другой формат, чтобы вопросы из зала, может кто-то хочет выступить, кто-то сказать что-то хочет. И меня, если спросить, сегодняшняя повестка государственная не носит национальный характер. Нам нужна национальная повестка. Арабство. Вы дятюк паширатах замабратум жла и губхо дали гу ахца бабрахи абудуну гозиви. Пшини же 2% айбашран тахаз харабсва хо. Харабсва хо ахазауз айхаразе. Абсваажлар айхаразе касхара аратаху. А демография халашуз. А демография еха Хышук сарынысқа бас альглары изганок зарге, министр изганок зарге совещание в мепах бахума. Халат бахума. Уях и хадос саравдами, апартамент и хахлар захачук, нас дача пицунда хачун, нас энергетика, заги халат чует, апарталигах, что инвестор чурго, ахцандас ха, а демография халат чует. Ризаги апартамент харгуло тахауи абсва хамлар ядах истахуда. Путин набрались шон. Я же ялазин. Зачем нам нужен мир, в котором нет России? Это его слова. А я спрашиваю, зачем нам Абхазия, если здесь не будет абхазского народа? Альбин губхан яхтазон. Аха. Сарабыч сара яшамаку асозер, сара свистша, станхача, от соратники, тара яхайманшалу, сара сар яшам. Яшами? Атом увидайна, абри яшам откур арцин баварио хазил, отзас хасейхар уи чекала, абри уруту, абри утанха уиза уир яшуза. Ехапсна хада, Пыза-министр, если в руководстве что-то происходит не так, а мы все это видим, что это не так. Вот я обращаюсь к соратникам, к друзьям. Это ваша, в первую очередь, ответственность. Не надо, вот, если власть что-то делает, автоматически это поддерживать. Если оппозиция что-то говорит, автоматически против этого стоять. Хадде, эйба тухо, хапсуа хара, абсуаша, халухара. Образование и культура. Это что, не приоритет? И это разве не главный приоритет? Москва же Хасан, Хайчави, Нусва, апартамент халашвит, дали халашвит. Ваджи, сгуялся с гитвалита, бред, диаспора, Валерий Шалович, Денук Голос, Абаш Дзивги, вы Чарпшидас псыфилось все. Одна я школа, я номер школы не помню, Айрман школа. Айр Забелян, 9-я школа, да, ваша? Айр Забелян, Хадоопнес, Ткупшуп, Айклачаза Геала, убрать царь Ицон, Знык, убра Айбеш Рапха. Убрать царя Сонха, юни же миллионы рехана, паралити, а ремонт за упрозеайцы. Штар край хауч абсва школка. Я азами я барт абсва школка и ругаз амалва. Нас Москва нина урач хайхасар. Ура сфазер герса саш широко псуау. Хараха сой аба акла капитани ялагу альбаты школ 10-я школа шахуши. Ялгаз амалва бихазами. Убри образование дунахо и хамштро харабсва хазмачуала хара культура уровень образования, если не будет выше, чем у других народов, живущих с нами, мы будем поглощены. Так работает эта система.
И в завершении, пока мы перейдем к вопросам, по обороне и безопасности я хочу поговорить. Разве это не актуальный вопрос? Астара шестарстваху сейсис дурту маяша зубжара акалата занамцам. Абжабра анчом хан абжабра хасту айба шралагар. Командир взвода, командир батальона, точка сбора мирного населения, план эвакуации, ублизик из дура брани шаума. Шнапыштыш хабжа анчом хан айба шра. Алагар, кто знает, куда надо пойти. Конкретно. Есть здесь такие? А система якоршна, абраха и что абрис командир йоб абри, ае. Обриза гей коршату, сара дви арай сердцадзо маха. Я чу побьем Министерство обороны рыл шуала. Сара Афона батальон, Сара Салахо рядовой, Ардзенба. Ага, вот вчера, позавчера, до этого каждый день идут тренировки. Это мобилизационный батальон, это Министерство обороны оказывает поддержку. Начали собирать свои летательные аппараты. Кажется, это несложно. Наши Апсва и Рылым Шогядзе. И Министерство обороны здесь помогает. Везде, по всей Абхазии нужно, потому что Ехатри Айбеш, Рабраш Пунчау, вот с Донецком и я Ехатри Айбешра, Сара Анчум Хан Айбешра, Алагар Саха. Войны не будет там, где к войне готов. И табук дара захашасшо, шая одна хайчавио басара кошумазер. И Сара Павашцы, атака Ахцот, Хайчави, Губ Сыкала, Наски, Акачге Хайза, Хбаб, Акхцбы и Сахцбы. И табу ударится.